Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Нерюнгри защищены права малолетнего ребенка на получение бесплатного детского питания. В районную прокуратуру обратилась местная жительница, которая сообщила, что этим ее не обеспечили в Чульманской городской больнице. Напомним, право на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет закреплено федеральным законом об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации и республиканским законом об охране здоровья населения. После прокурорского представления питание обеспечено в полном объеме. Министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко встретился с делегацией из Киргизской республики. В состав делегации прибывший в Якутск вошли заместитель председатель службы миграции Киргизии, советник посольства Киргизии в России и представитель госмиграции Киргизии в России. В ходе встречи было обсуждено взаимодействие по вопросам миграции. 5 лет, 2 месяца колонии общего режима получил житель Нерюнгри, обвиняемый в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе судебного заседания установлено, что в октябре 2018 года ранее судимый гражданин, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не сделав для себя должных выводов, в феврале 2018 года, также находясь в состоянии опьянения, вновь сел за руль транспортного средства. По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 5 годам 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. А в Вилюйском районе будут рассматривать уголовное дело по мошенничеству при получении пенсионных выплат за мертвого человека. В полицию обратился руководитель филиала пенсионного фонда, который рассказал, что кто-то снял страховые накопления усопшего жителя поселка Кысыл-Сыр. Он скончался в феврале прошлого года, а неизвестное лицо производило снятие его пенсии до октября. Подозреваемой оказалась близкая родственница. После смерти пенсионера его родственники не оповестили об этом соответствующие органы. Воспользовавшись этим, женщина продолжала снимать пенсию, которая поступала на банковскую карту. Общая сумма составила около 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». К федеральной повестке в Рязани полицейские пресекли деятельность лаборатории по культивированию конопли и изготовлению из нее наркотиков. В Рязани сотрудники полиции задержали организатора лаборатории по культивированию конопли и его сообщника, подозреваемого в сбытии изготовленных наркотиков, марихуаны и гашиша. Изъято более 8 килограммов наркотических средств. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области в сети интернет выявили предложения по сбыту наркотических средств, марихуаны и гашиша. В ходе отработки этой информации полицейские выяснили, что к распространению наркотиков бесконтактным способом причастен 33-летний рязанец и взяли его передвижение под контроль. Вскоре оперативники установили, что мужчина получил от знакомого 38-летнего рязанца вместительный пакет. Обоих злоумышленников задержали. В ходе обследования квартиры и гаража 33-летнего рязанца полицейские изъяли 400 граммов марихуаны, 727 граммов наркосодержащей конопли и 14 граммов гашиша. В рамках осмотра в квартире 38-летнего жителя Рязани сотрудники полиции обнаружили оборудование для выращивания элитных сортов конопли. Растения выращивались на грунте, в коробках-боксах, оснащенных специальным отражающим покрытием и обогревающим освещением. Из этой квартиры было изъято 6 килограммов 400 граммов марихуаны, 56 граммов гашиша и 700 граммов наркосодержащего растения. За что задержан, вам понятно сейчас? Да, понятно. За что? Выращиваем конопли. Коноплю выращиваете. С какой целью? Ну, для селекции, как бы, себе немножко. Сами употребляете? Ну, немножко, наверное. Работаете где-нибудь? Ну, да, так, настройки. Ну, как? В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. По части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемые взяты под стражу. К
Мировым происшествиям полиция Нидерландов удалось задержать Гёкмана Таниса, устроившего стрельбу в городе Утрехте. В результате нападения погибли 3 человека. Мотивы мужчины остаются неизвестными, рассказывает Никита Конев. Гёкман Танис, подозреваемый в стрельбе в городе Утрехт в Нидерландах, задержан. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы схватить мужчину. В понедельник 37-летний выходец из Турции открыл огонь на станции Октоберплейн. Погибли 3 человека, пострадали 5. Власти повысили уровень угрозы в городе до максимального, 5, на остальной территории страны до 4. Закрылись школы и мечети. До сих пор не ясны мотивы Таниса. Власти поначалу объявили, что произошедшая террористическая атака. Однако сейчас прокуратура считает, что стрелком руководили личные мотивы. Якобы, по словам родственников, он целился в знакомую девушку, а после в тех, кто пытался ей помочь. На этом пока все. Берегите себя.